Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 6 июня. Мы смотрим с вами все знаки зодиака по очереди от овнов до рыбок. Я смотрю в двух частях по 6 знаков. Колода «Цыганский пасьянс». Овны, 6 июня, вторник. Так, что у меня тут разлетелось все. Ага. Овны, 6 июня. Угу, похоже на какую-то дорогу у вас. Все разлетается, разбегается. Сейчас посмотрим, подтвердят карты или нет. Успех показывает, может быть, у вас в этот день. Общение с друзьями. Общение с каким-то очень влиятельным человеком. И успех, кстати, рядом с ним. Застолье. Получение. Ножницы нельзя. Солнышко нельзя. И получение новости какой-то. Так, проверяем теперь горизонтали, вертикали еще. Нет, я не нашла. Значит, получается, у вас в этот день вас ждет успех, общение с друзьями, застолье, получение, может быть, какого-то документа, справки, бумаги, новости. Да, опять же, вот и новости есть. Общение с влиятельным человеком, возможно, вот, да, то есть этот человек вам вручит какой-то документ. И новость. Но это больше новость в электронном виде, да, то есть когда какое-то письмо на почту, смс-ка приходит с важной информацией. Поэтому вот такой у вас, в принципе, очень даже позитивный день. Смотрим дальше. Дальше у нас будет телец. Тельцы. Смотрим, что у вас. 6 июня, вторник. События дня. Деловая встреча, может быть. Удача. Деньги. Ссору нельзя. Шарики, хорошие новости. Кораблик нельзя было. Так, смотрим. Якорь. Остановка. Что-то может вас держать. Или, может быть, вы проведете много времени на встрече. Победа. Так, здесь нет, нет. Любовь. 2 сердца. И еще есть Луна. Это событие, которое повторяется каждый месяц. Значит, смотрим. У вас получается в этот день деловая встреча, удача, события, связанные с деньгами,
по якорю остановка, либо еще бывает возможность что-то закончить, поставить точку. Хорошие новости, любовь, победа. Вот, кстати, якорь это может быть, например, точка, да, то есть и ваша победа, достижение. И повторяющиеся события тоже будет. Ну вот такие события для вас на вторник. Благодарю за внимание. У вас, видите, много событий, все хорошие. Переходим к близнецам. Так, близнецы. 6 июня. События дня для близнецов. Покажите мне. Ничего не хотят показывать. Угу. Есть только печаль, пока выпало первое событие. Чем-то можете быть расстроены. Друг. Общение с друзьями. То есть вот может быть друг чем-то расстроит, что-то расскажет. Угу. Также, смотрите, есть еще корона. Это общение с представителями закона, власти. Здесь нет. Ключик есть. Все в ваших руках в этот день. То есть может быть еще ключевой важный день. Угу. Так, и здесь нет. Получается 4 события для вас. Ключ показывает, что в этот день, то есть перед вами открываются двери. Корона, общение с каким-то влиятельным человеком. Дальше общение с друзьями и печаль. Тут уж я не знаю, за чего вы будете расстроены. Но похоже, это как-то может быть связано с друзьями, то, что они рядышком выпали. Вот такая информация для вас. То есть есть минус тоже, видите. Несколько плюсиков, но и минус есть. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Так, раки. Шестое июня. События дня. Тайная встреча. Печаль. Колодец. Ссора. Возможно, как раз ссора будет из-за вот этой тайной встречи. Тут как вы можете в тайне куда-то пойти, да, то есть, например, человек узнает, и наоборот может быть. Да, то есть, когда кто-то в тайне от вас идет куда-то, вы узнаете. Подкову нельзя было. Верность.
Ну, Лебедь показывает, что в отношениях все хорошо. Ну, то есть вряд ли это связано с отношениями, как-то вот эта тайная встреча. Либо наоборот, да, то есть это может быть, например, свидание, да, то есть с любимым человеком, а это какая-то вообще другая ситуация. Подарочек. Так, и здесь нет. Получается, у вас, называю отдельно, в этот день может быть какое-то тайное свидание, тайная встреча, верность, гармоничные отношения в паре, печаль, разочарование, ссора и подарок. Вот такие события. Ну вот, мне кажется, что расстроитесь вы из-за ссоры. Поэтому, если не хотите расстраиваться, то старайтесь ни с кем не ругаться во вторник. Благодарю вас за внимание, раки, и перехожу я дальше к львам. Левушки, смотрим, 6 июня. Что вам этот денек приготовил? 6 июня. События дня для львов. Удача. Смотрите, подкова. Луна. Повторяющиеся события. Новость. Печаль нельзя. Дорога, поездка. Якорь. Да, дорога и остановка. По якорю прибытие может быть. Так, значит, расческу нельзя было. Смотрим теперь горизонтали. Нерешенный вопрос нельзя. Здесь нет. Вертикали. Нет. Нет. Успех. Нет, нет и нет совпадений. Значит, у вас 6 событий. Первое событие – это удача на вашей стороне в этот день. Вы получите какую-то информацию, новость в электронном виде. У вас может быть дорога, поездка, успех, остановка. И также еще какое-то событие цикличное, то есть которое постоянно с вами происходит, то есть имеет какой-то цикл, повторяется постоянно. Ну, вот такие события для вас. Ну, в принципе, все позитивные. Благодарю за внимание, львы. Перехожу я дальше к девам. Так, смотрим, девы. Шестое июня. События дня. Шарики. Хорошие новости, позитивные.
Яблочко, слезы, но могут быть и слезы радости. Да, например, от позитивных новостей. Сейчас посмотрим еще, что еще покажут. Выбор, весы. Мешок с деньгами. Есть по вертикали. Так, здесь нет и здесь нет. Получается 4 события у вас. Первое событие — это хорошие новости. Второе событие — это слезы. Третье — деньги. Но мешок чаще показывает расходы. Ну, то есть, возможно, будут какие-то расходы, которые вас расстроят, не знаю. В общем, расходы, либо у кого-то, может быть, как доход проиграется. И еще колебания, сомнения, да, то есть весы показывают, когда, ну, мы не знаем, как будет, так или так, да, то есть есть сомнения. Или еще может показывать выбор, да, то есть два варианта, нам приходится выбирать из двух вариантов. Так что вот такая информация для вас, девы, на вторник. Благодарю за внимание. Дальше перехожу, значит, к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку на вторую часть я оставила для вас внизу под этим видео в описании. То есть вы можете нажать, перейти. Под каждым видео всегда есть тайм-коды. Вы можете легко найти свой знак. Также можно еще найти, конечно, зайдя на мой канал Таро Дома. То есть там сразу же вы увидите эти видео. Как угодно, то есть как вам удобнее, так и находите. Жду вас во второй части.